выпустившие большое количество наших молодых талантов, большое количество молодых ювелиров сегодняшней Якутии. Николай Алексеев, пожалуйста. Самый молодой и перспективный участник нашей выставки. Добрый вечер, дорогие друзья, уважаемые гости. Сегодня здесь еще из мастеров присутствует Марьяна Авадзырова. Завтра мы в торжественной обстановке начнем наш конкурс, после обеда, а так наша массовый флешмоб будет уже с 11 часов. Они не первый раз у нас выставляются, это уже четвертый, если я не ошибаюсь, четвертый или третий раз. Вот очень интересные работы, и молодые люди очень глубоко и очень интересно подают наши традиционные изобразительные искусства. Где-то месяц погоди, и вот молодые ювелиры, всех собрать, вот эта идея возникла у нас этой весной, да? Давно хотели, потом вот с девочками, с Марьяной, с Кристиной разговорились, и вот у нас такая вот идея, мечта, да? Собраться. Обычно все творческие люди же индивидуалисты, индивидуальные. Все по одному ходим, все затворники, все интроверты. Вот. И поэтому лучше быть вместе. Да? И поэтому вот собраться, да, и начать выставки делать. Потому что у нас в городе вот именно для ювелиров ювелирные выставки не проводятся, да? Проводятся вот общие выставки, да, где бывает вот по одному, по две, там, мало работ именно вот ювелиров, художников. Вот. И поэтому вот именно как целью создать сообщество, да, ювелиров. И для того, чтобы наше население узнало, да, чтобы знали героев, как говорится, да, и поэтому очень внимательно нужно вникать и смотреть, чтобы у каждого автора, свой почерк. Здесь представлены авторские работы, и также есть реконструкции, да, реконструкции. Не зря здесь на открытии вот ленточку разрезала наша Александра Прокопьева, показывает, да? Мы все ее очень хорошо знаем, наш друг. Ее вклад здесь, можно сказать, большой вклад, да, именно по реконструкции. Из ее вот, она первая из научного сообщества, можно сказать, да, из ученых, из историков, этнографов, кто открыт для молодых, начинающих, мастеров, ювелиров. Потому что здесь со всех вузов, оказывается, у нас участие. И вот сплочение ювелиров Якутии получается, да? И сохранение традиций и возрождение традиций. Интересный момент вообще в истории ювелирного дела Якутии, который, несомненно, через время будет изучаться. Потому что сейчас как никогда обилие вообще подходов, материалов, техник, да? И сейчас ювелирное искусство, оно как раз-таки, вот если в 90-е нулевые годы оно как-то нащупывало свой путь, да, сейчас уже можно сказать, что определены направления, и сейчас такое вот начало нового этапа. И я считаю, что вот подобные выставки обязательно войдут в историю ювелирного дела Якутии, потому что они как раз-таки являются
документацией какой-то определенной вехи развития. Да? И современные мастера, может быть, сами они этого не очень понимают. Иногда это кажется, что работа для себя, это вот творчество, либо для продажи, с какой-то коммерческой целью. Но все равно работа современных мастеров обязательно они войдут в эту историю. И со временем, я думаю, когда уже появятся исследователи нашей современности сегодняшнего этапа, ваши работы станут источником для и научных трудов, и для вдохновения многих будущих поколений ювелиров. Я вчера приехала из Алтая и знакомилась с искусством, творчеством, вообще с жизнью. И, конечно, проводила сравнение. Что у нас, что у них. Я им очень сильно завидовала за то, что у них есть древнее искусство, допустим, базильского кургана, петроглифов, просто кладезь того, что можно было бы сейчас инновационно развивать. Что они, собственно говоря, и делают. А мы же, вот видите, нашли одно захоронение и сколько чего сделали. То есть я хочу отметить, что наши действительно, мы тоже преподаватели, у нас есть в Артистском институте такое наше отделение, правда, мне кажется, Якутское художественное училище в этом плане лучше. Только что я встретила нашего Никита Андреева, он уже ушел. В общем, я по-хорошему завидую преподавателям Якутского художественного училища, что они обучают своих студентов, будущих ювелиров, на самом аутентичном материале, прямо из-под земли. Галстук представленным, галстук было батумтаного голубя, по заказу голубя, от эскизов до изделия. И плюс подвескаларым баллар, тоже авторский перо бар, карак бар, фактурный пластика. На себе крачан автопортретом одну, хумсист, в образе хумсиста. Камилин oldu. Daha teleske uzattan oldu. Altayga var. Oldu. Sonra bilgin hakastaktan uradi. Benim günümü bütün выставка olukta onunla bilimden arayın. Benim uçurgun hayınlarım. Мелкий пластикалар, мелкий объемный омарым, да и детали, да. Он эскиз такой